Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и распространением штамма омикрон в Якутии мобилизована единая служба колл-центра по COVID-19. Ранее заместитель председателя Республиканского оперативного штаба Ольга Балабкина заявила, что жители Якутии стали чаще звонить в колл-центры поликлиник по вопросам коронавирусной инфекции. Поэтому все медицинские учреждения Якутска переведут на единую линию 122. Единый номер позволяет централизировать звонки, а также организовать оперативную маршрутизацию поликлиники, станции скорой помощи и другие службы. Сегодня мы поговорим с директором Якутского республиканского медицинского информационного аналитического центра Аидой Коростылевой. Аида Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ранее люди жаловались, что не все могут дозвониться до своих поликлиник и других медицинских учреждений. Будет ли звонок в колл-центр решением их проблем? Да, раньше у каждой поликлиники были свои колл-центры и несколько номеров. На сегодня все городские поликлиники подключены к единому номеру, то есть населению не надо искать номер своей поликлиники. Операторы 122 полностью обрабатывают заявки входящие. Они работают в единой медицинской информационной системе, где у нас есть база пациентов, кто к какой поликлинике относится, адрес фактического проживания и так далее. Однако, если человек прикреплен к одному медицинскому учреждению, но фактически проживает по другому адресу, таких звонков у нас бывает тоже очень много, вызов формируется по территориальному принципу. Это же относится и к тем случаям, если человек не прикреплен ни к одной поликлинике или приехал из района или из других городов. Ну, то есть, как это будет происходить? Он звонит и говорит, вот сейчас я нахожусь в Якутске, ну, там, не знаю, в центре каком-то, да, а прикреплен в Кобяйском районе, да, там, например. Да. Вот он это должен обговорить, и как это будет происходить? Обязательно. Операторы, вот, как я сказала, доступна база пациентов. Там указан адрес, по которому прикреплен, да, вот, пациент, то есть адрес по прописке. И по прописке, по какому поликлинике относится. Но если он проживает фактически по другому адресу, то в заявке указывается адрес, по которому уже идет обращение. А как давно вы работаете и на основе какого опыта это происходит? Ну, круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения Республики по вопросам ковид была запущена в марте 2020 года по номеру 8 800 114 03. И в конце 2020 года запущен единый номер федеральный 122. И в период пятой волны наблюдаем максимальное увеличение количества звонков. Если сутки ранее у нас было 200 обращений, то на сегодня обращений поступает больше 20 тысяч. Ну, с прошлой недели вот запустили единый колл-центр с большим количеством операторов, который работает в круглосуточном режиме в 3 смены. С 8 часов до 2 часов первая смена, вторая смена с 2 часов до 8 часов и третья с 8 вечера до 8 утра. Днем на линии сидят у нас 50 операторов, ночью 30 операторов. Но хочу отметить, что если учитывать количество операторов в поликлинике, которые тоже подключены на 122, да, и работают с 8 утра до 6 вечера, то в данную смену у нас одновременно обрабатывать заявки более 100 операторов получается. Вот вы упомянули номера, которые действовали ранее. Есть ли возможность позвонить по старым номерам? Не отключены ли они? Вот сейчас вот люди очень сильно жалуются, что не могут дозвониться никуда. Ну, такой необходимости нету. То есть линия 122 имеет 5 кнопок переключения. Первая линия – это у нас ваш звонок попадает в поликлиники, которые подключены все городские поликлиники. Да, это поликлиника номер 1, Якутская городская больница номер 2, Якутская городская больница номер 3, медицинский центр города Якутска и Республиканская клиническая больница. И уже по голосовому меню
вы выбираете ту поликлинику, к которой хотите обратиться. В поликлинике я тоже хочу отметить, что принимают звонки не только по вызову врача на дом, но и по результатам ПЦР-исследований, больничным листам и так далее. Вот, это такой интересный вопрос, момент, нюанс. А по каким вопросам люди больше всего обращаются? Они хотят вызвать врача? Какие вообще возникают вопросы у населения? Ну, несомненно, на сегодняшний день наибольшее количество звонков – это по вызову врача на дом. На второй очереди это у нас по статусу, да, обработки заявки, приедет ли к нему врач сегодня или на какой стадии он находится. Тут тоже хочу сказать, что городские поликлиники на сегодняшний день, кроме Республиканской клинической больницы номер 3, перешли на круглосуточный режим работы. То есть, если вы вызвали врача на дом, он обязательно должен приехать. Мгм. А вообще, по каким направлениям вы работаете? По каким вопросам у населения может обратиться именно к вам в единый колл-центр? Можно обратиться по всем вопросам, связанным с ковид. Да? Операторы, если по каждой группе операторов прикреплены старшие операторы, которые помогают, консультируют при сложных ситуациях, или если вопрос касается медицинского характера, который в полномочия оператора не входит, то он перенаправляет уже в поликлинику. Поликлиника оперативно принимает и уже работает с данным пациентом. Да? И, кстати, я вот еще хотела бы добавить, да, что были обращения, что некоторые звонки не доходят до операторов. Мы на сегодняшний день взяли на работу по обзвону непринятым звонкам. Есть пациенты, которые, не дожидаясь оператора, уже скидывают, да, потому что, возможно, в пик идет максимальное время ожидания. По ним уже мы стараемся тоже обработать и идти уже на исходящие звонки. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули объемы работы, сколько смен работает, всего 50 человек. Кто туда входит? И вот есть, я знаю, как бы летом работал на лесных пожарах, тесно общался с добровольческим штабом. Если наши граждане действительно неравнодушные и всегда готовы помочь, вот если у добровольцев есть желание помочь как-то справиться с этой пятой волной, к кому обращаться и какие компетенции нужны? Ну, единый колл-центр, он создавался максимально короткие сроки, и буквально за 2 дня создали огромный центр с помощью Республиканского центра инфокоммуникационных технологий, да, которые предоставили оборудование и имеют опыт работы по развертыванию колл-центров на 112, это по экстренным вызовам. Поэтому были привлечены волонтеры, студенты из мединститута, медколледжа. И да, был дан вызов, что мы ищем добровольцев. Добровольцев было достаточное количество, но по опыту работы вот буквально пару дней мы поняли, что нужны и постоянные операторы. Поэтому на сегодняшний день идет набор постоянных операторов на месяц, 1 месяц, которые проходят сперва собеседование, их обучают, и уже проходит стажировка в течение 3 дней. Скажите, пожалуйста, более конкретно, немножко, может быть, уточнить стоит, какие вот направления есть. Я знаю, что структура, она иногда разбивается на несколько направлений. Там, например, амбулатория, клиническая, может быть, какая-то психиатрическая помощь пострадавшим от последствий COVID-19. Какие направления существуют именно в самом колл-центре, а не по направлениям поликлинического звена и амбулаторного этого? Ну, на 122 подключены не только вот поликлиники города Якутска и единый колл-центр, но и на 3-й кнопке у нас сидят операторы горячей линии Министерства здравоохранения. Как раз таки по маршрутизации пациентов, по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи. Вопросы такого характера вот, тоже подключены вот горячей линии Министерства здравоохранения на 122 на кнопке 3.
Также на линии подключены у нас специалисты по социальным выплатам на кнопке 4, и на кнопке 5 можно получить психологическую помощь. Мгм. Хватает ли там специалистов? Да, статистика показывает, что на остальных линиях у нас пока операторов хватает, но мониторинг проводится круглосуточно. То есть, если у нас уже наблюдаем, да, что есть большой вал звонков, то максимально оперативно увеличиваем операторов. Рабочие места при этом созданы, ну, как резерв. Поэтому оперативно у нас есть резерв операторов, которые уже подключаются к линии. Отлично. А скажите, пожалуйста, давайте сделаем такой маленький лайфхак, да, для жителей, для наших граждан, которые будут звонить в колл-центр. В какое время все-таки удобнее звонить? Когда более-менее разгрузочно, ну, можно дозвониться, так, потому что объем работы у вас все-таки огромен, насколько мы понимаем. Да, но по опыту работы, да, тоже скажу, что максимальный пик звонков у нас наблюдается это в первые дни недели и утренние часы. И спад у нас проходит вот в выходные дни и ночное время. Вот, допустим, в воскресенье у нас было зафиксировано всего по городу Якутску больше 10 тысяч звонков, а в понедельник уже 24 тысячи звонков. Это огромное количество, конечно же. Поэтому максимальная разгрузка, да, но более-менее спокойно на линии становится послеобеденное время. Отлично. А скажите, пожалуйста, есть ли вообще, это пока, конечно, первая неделя вашей работы, да, объемы все-таки будут расти, скорее всего, надеемся, что все будет нормально, никаких претензий не будет. А есть ли вообще какие-то, может быть, планы на будущее у единого колл-центра, потому что такой опыт, он, конечно, он довольно-таки серьезная, эта школа такая, обучение. То есть и вообще перевести как бы некоторые линии, там, например, по Министерству здравоохранения на подобные прецеденты, скажем так. Да, конечно, горячая линия Министерства здравоохранения, он останется однозначно, останется с постоянными операторами. Возможно, туда перейдут те операторы, которые уже набрали опыт на работе вот единого колл-центра. Поэтому есть решение, но принятое, да, что единый колл-центр при Министерстве здравоохранения он будет. Спасибо большое, Аида Викторовна. Надеемся, что наш единый колл-центр будет работать и дальше в этой нелегкой пятой волне. И успехов в труде. Будем надеяться, чтобы все вопросы у населения были сняты при помощи вас. Спасибо большое. Спасибо.